Аламрада Рахимов скоро репортаж даярlajak болотмуз по теме Туркменистанның билим системасы боюнча. В то время, когда Мялика хотели вытащить в Грузию, я тогда жил в Грузии. Аламрад мне позвонил, говорит: Ром, так-то так, я в то время еще с Аламрадом познакомился. Аламрад говорит: можешь вытащить, можешь встретить Мялика. Окей, говорю, я его встречу. Он ехал через Верхний Ларс. Тогда еще беженцы из России наполнили Грузию. Там они стояли в Сухуми, в Тбилиси, в Сухуми, там в Цхинвале, в Верхнем Ларсе. Туда, танки пришли, там большая очередь была. Вот. А я жил в городе Поти. Аламрад звонит, говорит: вот так, нужно спасать паренька. Окей. Gece saat 2'de ben автобуса mindim gittim, понимаете? Потидан до Верхнего Ларса с пересадкой на автобусе в 10 часов езды. Он на нейтральной зоне остался. Многие ему толком не объяснили. Я ему говорил что если у тебя на границе не пропустят, кричи на английском I'm refugee seeker, то есть я искатель беженца, да, я искатель международной защиты. Они тебя должны пустить. Если не пустят, позвони мне, я, позвоню тбилисскому офису IPHR, и они выйдут туда, в омбудсмен Грузии, и, тебя запустят внутрь. Этого не сделал. Аламрад ему деньги отправил. То есть он отправил мне на мой счет, на грузинский счет. До этого Аламрад ему оплатил второй университет. Он же во второй университет поступил. Какой бы он путенасосом бы не был бы, этот Аламрад. А я считал себя виноватым, говорю, если бы я месяцем ранее начал бы его процедуру релокации, он бы уже был бы в Польше рядом со мной, блин. У меня не получилось. Я целые сутки плакал, блядь. Я звоню, Аламраду, говорю, у меня gözümden yaş akıtırım, Аламрад. Ben pizdes yaman bolotma. Nime boldu? Aytım şunu deme özüm vinovat dep чувстведотман çıkaracak болып öğrendim. Zaten desen üstünden gülü oturan. А вот у Аламрада Рахимова у него хорошие связи. Он прям берет эту информацию конкретно. До этого, когда Мялика украли, я начал ему составлять кейс, там помог ему заполнить анкету, и я IPHR вышел. Это брюссельская организация. Я пишу им письмо. Госпожа Рэйчел Гасовски, у нас есть такой-то активист, его зовут Мялик Аллаберди Аламрадов, он находится в Москве, я сейчас хочу его вытащить через польский Хельсинский фонд, есть опасение, что он может стать жертвой транснациональных репрессий, устроенных со стороны властями Туркменистана. Они получили это письмо, но мне не ответили. Через 2 недели, или через 3 недели, Мялик Берди украли. Я выхожу опять же. Кипиш götürdüm. Аламрад знал, но он пока не говорил. Я через 2 дня заметил, через день, по-моему, заметил. Алишера çıktım. Алишера я ему начал поднимать кипиш. Собрали этот кейс, и сразу мне IPHR выходит. Говорит, мы услышали что так-то, так-то. А хроники Туркменистана же про это написал. А хроники Туркменистана информацию, говорю, Руслан, мы с ним очень в хороших отношениях, говорю, Руслан, привет, окей. Я ему рассказал всю суть, он напечатал. Хроника Туркменистана тоже сотрудничает с IPHR. IPHR сразу выходит на меня, потому что я же до этого им письмо отправлял. Они на меня выходят, говорят, дай нам, пожалуйста, его кейс. Я сижу где-то за 3 часа, подготовил его кейс и передал. Потом из грузинского офиса Тбилиси Гван Саламая мне в WhatsApp пишет, вот так-то, если есть какие-то дополнительные пожалуйста, предоставь нам. Мы хотим поднять кейс Мялик Берди 18 декабря в Брюсселе, когда пройдет заседание по правам человека между делегацией ОБСЕ, и делегацией Туркменистана. И Азатлыке, находясь в России, было очень опасно. Он необдуманно поступил. После этого видеоролика я ему говорю, зачем ты рискнул? Говорю, окей, это твое право, но тебе не следовало рисковать и давать интервью на Радио Свободу, то что это радио, оно считается иноагентами запрещенной организации в России. У них пишет. А понимаете, почему Пазапар Мемет Непескулы Хельсинский фонд хаит? Потому что он марионетка Киаризовых. Он не только на Хельсинский фонд обижен, он и на Фарида обижен, и на Матиева обижен. Понимаете? У него кейс очень трудный, потому что у него российское гражданство. У него есть российское гражданство. Понимаете? В тот момент еще войны не было, ему не дадут политическое убежище, потому что он у него кейс хороший, но у него есть альтернатива, у него есть паспорт. Если бы он преследовался властями России еще вдобавок, то тогда да. Теперь он, чтобы податься на
политическое убежище, он должен показать антивоенную позицию. Но, блядь, когда война началась, он жил в Грузии. Поэтому у него в Фейсбуке, блядь, эти есть, посты есть антивоенные русские. Во-первых. Во-вторых, туркменская инициатива по правам человека, Мети, ему помогали после того, как он выехал в Грузию, там, понимаете, ему sağlığını varma, pul kömeğe dediler, üyesiz zatsız kalanda грант выбивать dediler, они его поддерживали, у него кейс плохой. Он не смог выехать в третью страну, то есть он не смог выехать в европейскую страну. Хельсинский фонд сказал то, что мы не можем тебе никак помочь. Он нашел себе соратников в виде Кяризовых, которые обсирают Хельсинский фонд. Вот и все. Или то же самое Чары выходит, видите? У него YouTube канал есть, Ашхабад что-то там. Кем-то что надо? Ашхабад какой-то. Ну, он, короче, какой-то Кяризова тоже рекламирует. Сейчас я вам скажу, как его канал зовут. Туркменистан, Ашхабад, долой паразитов туркменской власти. Его зовут, по-моему, Чары Гурбанов, что ли. Вот я вам сейчас ссылку отправлю. Он тоже там всех хает это Виталия Пономарева, хает Фарида Тухбатуллина. Да, и он ашхабадский сам тоже, блядь, троеболизм устраивает. Говорит, у нас есть лидер оппозиции, соберемся вокруг Кяризова, Он недавно тоже выставил один видеоролик про Виталия Пономарева. Тоже по заказу Кяризова делается. То же самое Нуры тоже кричит, то, что У Нуры, когда спросили, почему ты выехал из Туркменистана, он прямым текстом сказал по экономическим причинам. Он себе дорогу закрыл реально. Он тем же самым подтвердил слово Юлии Серебренник, понимаете? Да, вы думаете, эта информация ОБСЕ не распространяет по миграционным службам дипломатических стран, демократических стран, Евросоюза? Распространяет, естественно. Ко мне Энеджан Салыхова позвонила в Швеции, я помог ей кейс нормально навести в порядок. Вот Энеджан Салыхова позвонила мне, потом Нурмухамед Аннаев, проблемалар. Нурмухамед Аннаев в Нидерландах пытается оставаться. Он должен сказать спасибо Умиду Халсону. Это он, бедный, сидит, помогает всем там находить причины, чтобы они жили там, остались в Нидерландах. Полиция полиция просто его дело даже в суд не передал, потому что Халсон законопослушный человек. Да, у них была там какая-то потасовка, Нуры потом элиндeki karma var, balık karmak bilen Halsını uran. Nima Umid Ekan'ın özü bir yumruk uruptu, bir yumruk uran Nur'a uruptu. Потому что история şununki tek. Umid Halsının önünde karmağını koyup giden Nur'u, son Nur aydadı, Umid dedi, hayır dedi, 6. gün mü ya 7. gün mü karmağını getirip versene dedi. Bunun lageri bilen Umid Halsının arasında 1,5 saatlik yol velosiped. Bilmayete. Son aydan Umidamaydan menden subota Vaskırseni öz işim var deyen, başka gün eltip beremen deyen, unda hem eltip beremen gelip alıp gitmeyen. Son uyamaydan o rozat tutman yağdayım nime zat bat sana aydan. Rozat sen özün için tututsana, benim için tutan ya deyen, benim özüm işim var zadım var deyen. Karoş ondan patasovka bolu giden Nur hem kattarıkçı ya. Umidi hem kaçandan ben yüreğine düşüp yüreğen eken. Umidam çıdaman, bir yazık düşündüren, aydan, kança vaxtdan beri düşündürüp gören çıdaman, tekine bir muştu yediren de. Umidam, mənim Nuriyam alandan karmak bilen vuru başlayan. Ördə Nuri ştraf köp dölüdü, Umida karağında. Нуру штраф или депортация, потому что Нуру оружие улан. Я вот лично с Кадыровым общаться вообще не хочу. Один ТикТок видел, у меня в Фейсбуке кто-то добавился под никнеймом МСЛМС. И он там выставляет, записи ТикТоков, где он говорит про что-то, а Байка его перебивает, и как Амурат Хадыров говорит: заткнись, я тебе сказал, блядь, заткни свое ебало, когда я разговариваю. Ну я на него посмотрел и говорю: ну понятно, диктатор, пошел ты нахрен. Пусть занимается своим делом, пусть живет, пусть от меня подальше. Нет, я не хочу с ним вообще связываться. Мухаммед Дуэджи, он мне тоже порой звонил иногда раньше, интересовался Он тоже пустозвонистый, если честно. Клымова неме бара, он же психически больной же, кахарджа, он неме бар, зависть бар, злоба бар içinde. Вот сравните Путина и Клымова, да, вот такой озлобленный старикашка. Ну, Иклым такой. Иклымов башкалар белән катнашмый.
Розе Курамбаевой, то Роза Курамбаева на меня вышла, там у них были срачики, вот эти вот внутренние проблемы семейные, да, там Рад этот начал мне это рассказывать, я говорю, стоп, Роза Курамбаева. Роза Апа говорит, стоп, не вмешивайте меня в свои личные дела. Я начал спрашивать, вы в защите? В защите. Я говорю, спросил, у вас с паспортом как? Нормально. А что вы сидите, говорю? Отправил ей анкету тоже. Я во Вьетнаме один ДВТшник сидит, ему помог анкету заполнить. 4 человек. Я 3 человека туркменских беженцев вытащил через этот польский Хельсинский фонд. 2 гея, один тоже какой-то этот диссидент, активист в Беларуси был. Я его из Беларуси вытащил, туркмен. Я не гомофоб. Нет, я не гомофоб. Просто кахарым келіп отырған да, бұл отырған затлары. Да, я поначалу с Турции в Грузию хотел переехать, в тот момент общался, она мне тоже чуть-чуть не понравилась. Может, я гәпләшсәм канадамдыгын беләрмен, но первоначальный менде яман впечатление бар у кыз бара, да, потому что у них же был суд, там менің двоюродный кыз doğanын белән, у них был суд, когда мы поехали в Грузию и подавались там на международную защиту, Хамрауль апамın что Турциядаки судының решениясы керек болды, чтобы прикрепить к ней в кейс, да? А это решение только у этого было, у Дурсултанки было. Дурсултана 3 ай алварды. Бәр, бәр шоны, сәннән, бәр шоны. Götün ananası ya, блядь, бәрмәді я. Она безбашенная боевая был, малой зим. Приветствую всех, ребят, смотрите, есть новость. Бахтияряке, то, что у вас с паспортами все хорошо, это уже прям для нас плюс. Я сегодня отправлю в личку, анкету, и эту анкету вам придется заполнять. И постараюсь выбить для вас гуманитарную визу. Скорее всего, эта процедура продлится, наверное, месяц-2 месяца. Вот, детали я вам всем расскажу, где-то через 2 часа. Salam Roma. Normalni medalar yaxshimi, ishlar yaxshimi? Ham salom. Itlar, qizlar. No, bu ham bir nimada rezultat хорош. İnşallah bir men emas, конечно, belki oğlunlara ham shu qizlara ham bir çözüm tapılar deb umid etgan, da. İnşallah. Nasip bo'lsa, bo'lar bir zatlar endi. Так, у кого нету документы, у кого паспорты просроченные, вам, скорее всего, в Польшу попасть будет трудно, но вам придется пооткрывать лисе-пасе. Сегодня мы должны, все созвониться. Хэммэм звоноклашып, гәпләшеп көрмәл, düşünтүрүп берәмәл. Паспорты бар, паспорт yok адамлар ям чыгарып була икән. Шуның өчен шуның тайын булыңлар, мен хәммәңезләргә звонок итәм шура, групповой. Насчет Хельсинского фонда, это не туркменский Хельсинский фонд, а польский, это вообще другая организация. Onda Polsha bo'lmajaq bo'lsa, Fransiya bo'ladi edi onda. Fransiyadan bo'layam manga zagran pasport bor bizda, yani uzoldilar-da. Şunu aydendirdi bu. Uzoldilar pasport onun için qiyinmi ya? Uçmak. Yok, uzaldılan bolsun, bolmasın. Tapavdı, yok. Самый главный pasportun bolsa boldu. Eğer pasportun bolsa tez vaktin içinde Polşa çıkarıp bolya. Pasport yoklara dine lise pası açmalı. Dün ol qatı vakt kanal ya. Şunun için kimin elinde normal dokumenti bar bolsa qıska vaktin içinde Polşa çıkarmalı. Qalanlarını sonra hem bir zayedip Fransa, Germaniya şu yerlere çıkarmalı da. Boldu düşünükli. Onsan bana indi şu qız kömək edeyim mi? Şu Helsinki nəmədə işləyəm, şu Human Rights'da işləyəm mi? Kseniya Maksimova diyəni. Yok Max, garaş men geçlik hemmеңizlere жаңа dərін. Men sen de Vietnamda saat neçə bolya? Ay dışarı sələ. Boldur, boley. У тех активистов, у которых паспорта просроченные, пожалуйста, те, кто трудно понимает туркменского языка, отправьте мне, пожалуйста, в личку свои кейсы. На данный момент я только получил кейс от Liberty, у которого срок паспорта просрочен. Жду ваших кейсов.